Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какие новые встречи и знакомства ждут вас в июле, что по судьбе. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Кто-то прям переживает. Кто из вас, девочки, переживает, что нет ни встреч, ни знакомств, да, застой какой-то в жизни? Ой, кто-то прям чувствует, что как в тюрьме сидит, вот в заточении. Тяжело, тяжело. Хочется жить, а жизнь, она как будто бы мимо проходит. Такое вот странное ощущение. А кому-то вообще не до знакомств, потому что в жизни как-то вот прям проблем очень много, как навалилось все, очень навалилось. А кому-то из вас вот прям и желание знакомиться отбил какой-то очень нехороший мужчина. Очень такой прям натворил делов, обидел, нагадил. И Ванькой звали. Так, мои хорошие, ну давайте. Не грустите, в июле вас ждет очень много всего интересного. Вот кому-то отыграется ситуация, что вы попадете в какое-то очень необычное для себя место. То есть вы не каждый день туда ходите, возможно, в принципе, это будет в первый раз в жизни. Здесь просто какая-то выставка мужчин на любой цвет, вкус и качество, да, состояние. Дождь из мужиков, да, по-другому и не скажешь. Интересное какое-то место, вы потом в комментариях напишите, что это за место. Вы вот, либо вы там одна женщина и все мужики, либо, ну, вы еще там, может быть, подруга ваша, да, либо какая-то знакомая. Вот 2-3 женщины, а все остальное это мужики, их там много, много, все разные, разного возраста, свободные, женаты, вот какого хочешь, того выбирай. И вы вот там как звезда идете, да, вот все взгляды на вас, весь интерес к вам, внимание к вам. Очень место какое-то необычное, вот прям интересно, что это такое. Может, мероприятие какое-то, либо какая-то организация, может быть, даже какие-то курсы. Вот попадете, будете просто в шоке. Вы столько внимания от мужчин никогда в жизни не получали. Вот прекрасная роза, да, на огромной зеленой лужайке. Интересно. Значит, девочки, познакомитесь вы там не с одним мужчиной. И даже не с 5. Тут счет пойдет на десятки. И каждый просто вам, не знаю, телефон свой оставит, а ваш возьмет. И многие потом будут к вам там стучаться в социальные сети. То есть вот как в один момент, да, обретете прям такую группу поклонников. Ну, по-другому тут и не скажешь. И знаете, что скажу? Вот среди всех этих мужчин будет кто-то один, очень грамотный человек, профессионал своего дела. Вот это знакомство, оно не любовного характера, вот польза идет, да, не любовного характера, а какая-то профессиональная. То есть он либо вы нуждаетесь в таком профессионале, либо в будущем вы будете нуждаться. И вот, пожалуйста, есть такой знакомый, кто готов прийти прекрасной даме на помощь, на выручку. Вот обратите внимание, мужчина, смотрите, он будет ростом повыше, чем вы, и такой, знаете, спортивная фигура, и вот со зрением у него что-то. Либо чувствительное, может, зрение, может, он какие-то специальные затемненные очки носит, либо очень плохое зрение, да, и у него, ну, как
стекла, да, стекла на очках такие достаточно серьезные, массивные. Вот обратите на него внимание. Очень хорошо воспитанный человек, профессионал, действительно. И он, ну, не жигало, да, не жигало, очень приличный человек. Вот с ним прям нужно подружиться, мои хорошие. Так, что еще? Здесь у кого-то новый человек либо по соседству появится, либо на работе. Очень, кстати, яркая личность, такой прям персонаж, прям, смотрите, перья из головы торчат, красиво как-то стильно одевается, за собой следит. Но есть одна особенность. Человек не свободный, у него хвост целый сзади. Либо он женат, либо он много раз был женат, и там целая прям, ну, группа, футбольная команда, да, детишек у него за ним ходят. То есть абсолютно несвободный тип, потому что нужно и деньги зарабатывать, чтобы детей содержать, да, либо если он женат, то там жена достаточно крепко его за бубенцы держит, особо не погуляешь. Вот. А мужчина вам понравится, сразу хочу сказать, потому что, да, яркий, да, галантный, да, умеет с женщинами обращаться. Вот. Но, девочки, пофлиртовать можно, а все остальное лучше пропустите. И здесь вопрос не морали, этики. Здесь вопрос того, что вы потратите с ним время, разобьете сердце. И, ну вот действительно, знаете, вот счастье того, чего ждете, ну оно от вас отодвинется. Поэтому, мои хорошие, дружите, но не более того. А вы ему тоже очень понравитесь. Вы знаете, вот он прям, он на вас идет. Он идет на вас. И вот прям сразу так вниманием вас окружит, такой, давай там гулять, встречаться, ты такая самая лучшая, единственная, прочее. Но умеет. Вот он умеет. Он, кстати, гулёна, еще тот гулёна. Но такой, знаете, он погулял, раз и в норку к себе вернулся. Вот, он себе не позволяет многого. И жена, я думаю, знает о его этих особенностях, но контролирует его, да. Так, мои хорошие, идем дальше. Новые знакомства. Здесь вот возобновление какого-то знакомства. Это не новое знакомство. Здесь как возобновление идет. Смотрите. Здесь какой-то мужчина, который вам то ли птичек посылал, да, такие птички от него летели, ну, сообщение, может быть, на расстоянии с вами был. Может быть, вы его знаете только по переписке, а никогда не видели, никогда не общались с этим человеком. Вот с этим человеком возможна встреча. Причем встреча такая очень сумбурная и противоречивая у вас будет ощущение от этой встречи. Почему-то вы будете представлять одного человека, а придет совершенно другой, да? Либо выглядеть будет по-другому. То есть не будет соответствия картинки на его аватарке и тому, как он выглядит в реальной жизни. Я не могу сказать, что вы разочаруетесь, скорее вы сконфузитесь, да, от этой ситуации. Вам будет как-то неудобно. И одно дело, конечно, когда вы общаетесь по переписке, а другое дело когда лично, да, глаза в глаза. Ну, такая встреча, знаете, соу-соу. Но тем не менее, человек, в принципе, себя проявит с такой положительной стороны. И я думаю, что эта встреча у вас будет не последняя. Но какая-то вот разочарованность в этом человеке возможно. Пусть вас это не пугает, это естественно, это нормально. Поэтому не переживайте, дайте этому человеку еще шанс. Ну, никто ж не заставляет сразу там постель делить, замуж выходить, детей рожать. Ну, пообщайтесь, повстречайтесь. А вдруг вы его с другой стороны как-то вот рассмотрите, да? Может, все-таки понравится. Но неплохой человек, неплохой. Так, еще по новым встречам. Здесь какая-то женщина очень яркая в вашей жизни появится. Она профессионал, она что-то делает, она чем-то занимается. Может быть, это какой-то косметолог, да, либо там специалист, стилист, мейкапер, не знаю, как это правильно сейчас называют. Очень она сама по себе вот не по годам выглядит молодо, ухоженная, такая прям стильная вся. Вы ею восхититесь. Вот прям захочется довериться, да, вот у нее ее работа, да, на ней же, вот как она выглядит,
Очень-очень, кстати, рекомендую, потому что эта женщина, она не только вас преобразит внешне, вот общение с ней вас поменяет изнутри, то есть даже где-то затронет вашу психологию. То есть она даст вам какие-то советы, какое-то вот ее поведение вам понравится, да, какие-то ее речи. Вы очень многого от нее, ну, как научитесь, возьмете. Классная женщина, и дружите с ней. Дружите, она действительно очень много добра и пользы вам делает. Как еще раз говорю, внешне, так и внутренне. Прекрасная женщина. Так, еще какой-то маленький толстый человечек вышел. Маленький, толстый, но с букетом цветов. Девчонки, у кого-то появится мужчина мелкий, ну, ростом поменьше, чем вы, возможно, полненький. Вот, какой-то вот прям с ухаживанием, что-то ему так цветы вам захочется подарить. Этот человечек, он как будто бы вас видел, причем, возможно, видел не один раз. Может быть, это ваш сосед по лестничной клетке, может быть, это человек, который с вами вот как-то по дорожкам встречается. Себя вот проявит с такой стороны, что вот придет к вам как-то познакомиться, даже, знаете, как на свидание вас, возможно, позовет. Но, честно, вам этот человечек, он и внешне вам не понравится, и в принципе, да. Но вот вы посмотрите как со стороны, да, на себя, на этого человека, как на пару, и вам прям смешно станет. Но вы будете об этом говорить, вы будете говорить с кем-то из ваших близких, очень посмеетесь как-то, да, вот какая-то очень действительно комичная ситуация идет. Ну ничего, не обижайте мужчинку, не обижайте, отказывайте вежливо. Видите, как он там при параде к вам придет с цветами, действительно, как-то вот прям проявится. Не надо, девочки, не обижайте. Так, еще по поводу знакомств. Ну что, мои хорошие, будущие, как сказать, да, свекрови и тещи. Вот кому-то приведут девушку либо парня знакомиться, вот прямо объявят, что вот мой избранник, моя избранница, и вам, да, придется знакомиться, критически будете смотреть, осматривать избранника, избранницу вашего ребенка. Мои хорошие, вспомните себя в молодые годы, как вы знакомились с родителями там, вашего супруга, либо отца вашего ребенка. Не надо пугаться и не надо никого пугать. Понимаете? Ну, хорошо, ну познакомились. Это ж не значит, что все прям жениться будут. И дайте человеку тоже шанс. Вот мало ли там, как человек напуган, человек вот не может сориентироваться, либо беспокойная какая-то ситуация. Вот стресс проглядывается. Не судите вот по первому как свиданию, да, по первому знакомству. Постарайтесь, может быть, в следующий раз встретиться в какой-то неформальной обстановке, да, просто вот где-нибудь в парке, либо в кафешке, где человек будет более расслабленно себя чувствовать, и уже тогда задавайте свои вопросы. Там допросы устраивать, конечно, нельзя. Нельзя и вообще ни в коем случае не стоит этого делать. Но вот кому-то прям представят. И я даже больше скажу, девочки, только не падайте в обморок. Кому-то могут даже объявить, что ожидается пополнение семейства. Вот мы женимся, мы там все, семья, вот у нас пополнение идет. Ну, это во благо, потому что детки это всегда во благо. Так. И вот прям изюминка идет для молодых девушек, для молодых, вот совсем молоденьких девушек, кто особо ни с кем там не встречался, не общался. У вас идет какое-то случайное знакомство, то ли на улице, то ли в парке, то ли в каком-то вот месте, ну как публичное, да, общественное место. Идет знакомство с человеком, то ли земляк ваш. У вас вот с этим человеком что-то общее есть. Вы с этим человеком познакомитесь. И сразу хочу сказать, вот это знакомство, оно через какое-то время, причем непродолжительное, закончится браком. Вот поженитесь и все, и семьей будете. Вот как идет первый мужчина, первый, и он же вот на всю жизнь. Вот так вот, девочки, идет.
Ждите, вы давно хотели, вот обижались на судьбу, что отношений не было. И вот он, мужчинка этот, вас, ну, к вам подойдет, ну, с чем-то к вам подойдет. Либо кто-то его к вам подведет. Может быть, люди будут там искать дорогу, что-то спрашивать, слово за слово разговоритесь, поймете, что вы земляки, как-то вот на этой теме там поговорите. И друг другу очень понравитесь. Вот прям идет на любовь, на семью и на очень счастливый брак. И это замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.